Салям алейкум. Я тут подумал, а что это у нас так давно не было никаких обзоров музыкальных клипов. Как раз буквально недавно мы начали испытывать клипопад. Буквально недавно мы начали испытывать огромный клипопад новых свежих клипов. Связано это отчасти с музыкальной премией, которую организует Grammy Tatars, да. Это конкурс клипов, в которых такие, знаете, внушительные призы. Там, по-моему, призовой фонд 500 тысяч рублей. Поэтому кто-то участвует в этом деле. И также есть работы, которые просто выкладываются на платформу YouTube, которые просто, скажем так, и есть работы, которые просто выкладываются на YouTube, чтобы показать какие-то свои новиночки, да. То есть есть работы, которые связаны с конкурсом клипов, и есть, которые не связаны. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим музыкальный клип. Я пока еще не знаю, какой именно, но думаю, что примерно сейчас будем смотреть. Так, значит, что у нас есть? Открываем. Так, Grammy Tatars, да, давайте зайдем на этот ресурс. Так. Дели Дамир Менем Йолум. Опа, это интересно. Дели Дамир Менем Йолум. 2:37 хронометраж, скорее всего, это музыкальный клип. Я его не видел. Я видел только в инстаграме у Эрнеста Сарыхалила о том, как он подбирал одежду для своего главного героя-исполнителя, и мне тоже хочется ее прокомментировать просто по фотографиям. А сейчас посмотрим клип, что это такое, и просто это будет интересно. Ну, давайте посмотрим. Так, смотрим. Так. Onlar bana hep bakarlar ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, kararmış bile solum. Onlar bana hep bakarlar ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, sadece benim yolum. Benim mekanımda sana yer yok. Benim mekanımda sana yer yok. Artık boğazım tok, kaderim zor. Haçlıkısı benim tek sponsor. Senin için bu eğlence, benim için bu sadece spor. Ne? Senin derdin ne? Sizin rapiniz komedi lan, benim rapim isyan. Etrafım kara duman. Nerede gerçek, nerede yalan? Ben bilemem, yolumda sadece bir imkan ve ben duramam. Mekanım tek karanlıkla dolu. Bu benim yolum, bu benim yolum. Kalem ve defter ve bir de sözüm. Bu benim yolum, bu benim yolum. Burada yoktu oyun ama kaybettin. Sen kaybettin çünkü yolundan vazgeçtin. Ayağım altında şehir, yanımda caddeler. Bu yolun sonu çok uzak, bitmez mücadele. Kim kimi yener, nereye kadar? Sen yolundan vazgeçtin, bu yanlış bir karar. Что-то какие-то слишком опрятные гопники. Ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, kararmış bile solum. Onlar bana hep bakarlar ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, sadece benim yolum. Так, бюджет клипа на грим. Есть. Синяк есть, хорошо. Так, окей. Смотрю первый раз. Что хочется сказать? Пытаюсь понять, да, что у меня есть, вот прям первое, что хочу сказать.
Не знаю, ну, по сути, сюжет такой довольно-таки банальный, да, это, в принципе, история мигранта, который идет, ну, скажем так, мигранта в кавычках, да, чтобы никого не обидеть. Но человек находится явно не в своем доме, да, не у себя на родине, а он занимается разными делами, там 2-3 работы, что получится, абсолютно не защищен, там нападение этих бандитов. В принципе, понятно, да, то есть смысл, что транслирует исполнитель, понятно. Ну, от Дали до Мира я ожидал немножко больше драйва, немножко как будто мощнее. Может быть, это может быть, вот это вот ощущение недостатка драйва скрыла вот эта вот плавная съемка, довольно-таки стабильная съемка, как будто бы хотелось бы более рваной картинки. Там есть пару кадров, которые рваные, которые такие динамичные, как будто бы хотелось бы больше в этом клипе. Он потому что абсолютно не плавный должен быть, не гармонично, он должен быть такой, знаете, ну, как будто подсмотренный за чужой жизнью. Это первое ощущение. И потом у меня была еще нехватка тех лиц, с которыми он контактирует, там, допустим, на работе с кем-то поздоровался. Я понимаю, что это усложняет саму задачу, но как будто бы это делает более реалистичным работу. Если, допустим, он убирает бутылки, там, кто-то там, ну, с кем-то он пообщался, там, ну, какой-то контакт, понимаете, да, о чем я говорю? То есть более документальная штука. Вот. А в принципе Эрнеса, ну, который режиссер и снял этот клип, я знаю, что он хороший, сильный документалист, поэтому я думаю, что он понимает, о чем я говорю. Да, и в тот же момент я тоже понимаю о том, что сложно кого-то еще в кадры помещать, дополнительная нагрузка, дополнительная история, но все же мне этого не хватило. Так, что касается бита, в принципе, нормальный бит, нормально, то есть ощущается, слышится, немножко раскачивается, но как будто бы хотелось бы дать какую-то кульминацию еще, не знаю, вот как-то так ощущается. Давайте еще раз посмотрим, и, возможно, что-то новое я скажу вам. Так, давайте заново. Вот, это называется Хараденис премия С, то есть это конкурс клипов, конкурс клипов с различными номинациями и награждениями, призами. Смотрим еще раз. Так, ну, первое, да, экспозиция. То есть нам показывают с крупным планом героя. Вот он такой человек. Не знаю, работала ли с цветами здесь Эрнес, есть ли такая у него задумка. Довольно-таки холодная картинка. Холодная воспринимается как немножко враждебная, немножко такая депрессивная. Не радужная, не родная, да. Так, вот человек. То есть план снизу вверх, ощущение, что нам показывают героя, который в принципе знает, что он делает, да, он хозяин на своем пути, он не субъект, он объект, то есть он принимает какие-то решения. Также у него с собой рюкзак. Рюкзак — это такой ну, символ, что ли, человека, который находится в пути, который вышел из зоны комфорта и направляется куда-то, да, то есть у него такой осмысленный направленный путь. То есть он не беглец, он человек, который сам свою судьбу формирует. Так, отъезд видим. Onlar bana bakarlar ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, kararmış bile solum. Пытался поймать лук нашего главного героя. Ну, кадры здесь динамично меняются. В принципе, это правильно сделано, потому что сам трек, сам бит как бы к этому подталкивает, да, то есть довольно-таки присутствует динамика, поэтому кадры должны сменяться. И поэтому здесь идет такая довольно-таки в начале идет довольно-таки динамичная смена кадров. Так, что касается его лука. Лук интересный. Я
примерно помню время, когда мы так одевались. То есть было что-то, мы даже вот эту вот ветровку мы ее называли, я не знаю, как называется сейчас, она называлась ветровка. То есть мы одевали ее поверх свитера, вот такой тоже лук был. Здесь, я не знаю, вот с этими цветочками, это свитер, не свитер, это похоже на какую-то футболку, возможно. Здесь прям сложно понять, но вот мы прям на свитер одевали, и был такой вот интересный лук. Вообще, в целом прикольно, но нестандартно, необычно, и, как по мне, одежда нас как-то откидывает назад. То есть это не выглядит современной одеждой. Хотя сейчас люди выражаются абсолютно по-разному в одежде, и это ни в коем случае не говорит о том, что я правильно попал во время. Да? Просто я говорю, что у нас такие ветровки были, у меня даже такая где-то есть, когда мы такие одевали. И довольно-таки прикольно ощущается. Onlar bana hep bakarlar. Ay, ay, ama bu benim. Ну, здесь как бы мое замечание по поводу того, что по поводу отсутствия, да, то есть каких-то второстепенных и там третьих лиц в клипе, вот именно в этой сцене, но она, в принципе, оправдывается тем, что это какой-то кабак, какое-то место, где люди отдыхают, и, возможно, это очень глубокая уже ночь, там уже, может быть, даже, возможно, утро, и поэтому уже никого не осталось, то есть он после своей основной работы идет убирать, вычищать, там, понятно, показывается, что там какие-то бокалы, какие-то сигареты, то есть это человек, условно говоря, находится в непотребном месте, в месте такого разложения, и он, чувствуя свою внутреннюю силу, да, внутреннюю, он не деформируется под влиянием этой среды, он просто знает, что почему он здесь находится, почему он это делает, да. То есть он говорит, что меня могут упрекнуть, но я знаю, чем я занимаюсь, то есть я знаю, куда я иду. Это такое, знаете, это абсолютное понимание пути, куда ты направляешься, и что ты хочешь от своей жизни. То есть конкретно здесь он пришел за деньгами. И поэтому, в принципе, вполне логично, что здесь нет дополнительных людей. И это сейчас, пересматривая второй раз, я понимаю, что это тоже идет. То есть норм, да? Пустое заведение, все уже разошлись, у него есть ключи, он убирается и в 5 утра уходит, условно говоря, там спать пару часов и на основную работу. То есть вот такой путь у человека. Yolum. Etrafı kara dumanlar. Ay, ay. Sadece benim. Ну, сразу же показывается семья, да, то есть ради кого человек работает. В принципе, это такая, ну, довольно-таки избитая, банальная связка, но человеку всегда нужно показывать пример понятный ему самому. То есть человек, находящийся в эмиграции, находящийся в каком-то пути с малолетними там детьми или внуками или племянниками, то есть чувствуя какую-то ответственность за кого-то, он прекрасно понимает, о чем эта работа, да, то есть, причем даже интересно так устроено, что человек может абсолютно, ну, жить у себя дома, он будет смотреть эту работу, и он вообще не поймет, о чем здесь поется, о чем вообще здесь речь, потому что человеческая натура так устроена, то есть опыт, который он сам лично не пережил, он его не может понять. Benim mekanımda sana yer yok. Benim mekanımda sana yer yok. Artık boğazım tok, kaderim zor. Açılıkısı benim tek sponsor. Senin için bu eğlence, benim için bu sadece spor. Ne? Senin derdin ne? Sizin rapiniz komedi lan, benim rapim isyan. Etrafım kara duman. Хочу отметить хорошую работу на ближних и на крупных планах, на приближении, на сближении. Все смотрится плавненько, все смотрится хорошо. Работа оператора хорошая. Nerede gerçek, nerede yalan? Ben bilemem. Yolumda sadece bir imkan ve ben duramam. Ben duramam. Mekanım tek karanlıkla dolu. Bu benim yolum, bu benim yolum. Kalem ve defter ve bir de sözüm. Bu benim yolum, bu benim yolum. Burada yoktu oyun ama kaybettin, sen kaybettin çünkü yolundan vazgeçtin. Yolundan vazgeçtim. Ну, здесь показывается, да, вторая работа, то есть это такой, скажем так, посыл, что человек не сидит на месте, да, он там не сидит на каких-то пособиях, он работает на 2, на 3 работах, у него есть конкретная цель, у него есть конкретная задача, и он ей следует, да. То есть, ну, такой, казалось бы, простой, по сути, посыл, да, простая идея, но она говорит о многом. Она говорит о том, что человек не теряет себя, человек находится в пути, и в этом пути он абсолютно цельный и монолитный. То есть вот вы знаете, что человек, находящийся у себя дома, да, и обросший своими социальными связями своих родителей, то есть находится под таким куполом под таким социальным куполом, да, когда он выезжает из своего родного дома, да, он абсолютно лишается этой защиты,
И здесь проверяется человек на прочность. То есть вот выявляется его именно человеческие качества и качество личности. И вот в этом клипе, я думаю, что режиссер хотел показать, что человек, который выехал далеко за пределы своего дома, да, он себя не теряет, он себя абсолютно хорошо чувствует, он не стесняется плохой работы, которую бы, возможно, он постеснялся дома, потому что там что-то, что подумают, что скажут. А здесь нет, здесь его никто не знает, ему всем абсолютно все равно на него, у него есть конкретная задача, он ее выполняет. То есть он превращается в такую машину, которая отбрасывает все лишнее и фокусируется на определенной цели. Возможно, это и есть взросление. Ayağım altında şehir, yanımda caddeler. Bu yol sonu çok uzak, bitmez mücadele. Kim kimi yener, nereye kadar, nereye kadar? Sen yoldan vazgeçtin, bu yanlış bir karar. Hey, Ну, вот эта сцена с нападением вот этих вот гопников, да, я вот сейчас поставил на паузу, и там один чувак, один из гопников вообще смеется, улыбается. На самом деле, я бы на месте режиссера, вот это, знаете, вообще очень сложно работать с малыми бюджетами, очень сложно. То есть тебе нужно придумать что-то такое более-менее стоящее, более-менее нормальное за 0 копеек, да. И поэтому вот такие сцены, где есть дополнительные люди, дополнительное что-то, их нужно делать максимально скрытыми. То есть нападение конкретно здесь можно было взять там какой-то темный угол, да, и просто показать какие-то тени, силуэты. И в конце он просто там, у него типа кровь там или что-то, или он просто там как-то держится вот так вот, или просто или лежит на асфальте, вот так закрыв лицом, и какой-то крупный план. То есть само нападение можно показать косвенными вещами. Почему я так говорю? Потому что когда участвуют любители, то вот такие моменты, они немножко разрушают атмосферу клипа, атмосферу работы, потому что вот, допустим, я смотрю, как он убирается в ночном клубе, да, я верю, то есть я всему этому верю, он работает, все, перчатки, мизансцена, там, ну, все четко, да, то есть это реальное место, то есть я верю, что здесь происходит правда. Потом он работает в цеху, там, искры летят, мешки таскает, там, какие-то каски, очки, все, я этому тоже верю. И тут получается какие-то гопники, которые очень хорошо одеты, то есть нет никакого диалога, они сразу нападают, что очень редко бывает, и они как-то, знаете, то есть вот эта немножко сцена, она немножко разваливает конструкцию документальности происходящего, в которую ты начинаешь верить. Вот такой момент. Поэтому я в таких случаях, когда думал, да, об этом, ну, думал о похожих задачах, я думал, что, ну, надо как-то это дело на свой бюджет ужать, высушить и косвенно показать, что произошло. То есть последствия атаки, да, скажем так. Если хочешь показать завязку, покажи какие-то тени, покажи капюшоны. Вот, допустим, слева человек хорошо освещен. То, что мы спиной смотрим на человека, да, его вообще не видно. Вот что-то такое. Капюшоны, абсолютно, чтобы лиц не было видно. Потому что вот тут по одной улыбке понятно, что, ну, пацаны, блин, да хорош, Мемет, ну что ты ржешь, давай, у нас 3, мы уже заздрались, 12 кадр, ты соберись, 3 секунды сделай. То есть что-то такое, понимаете, да, о чем я говорю? onlar bana bakarlar ama bu benim yolum. Hey, hey. Etrafı kara dumanlar, yeah, yeah. Kararmış bile solum. Onlar bana bakarlar, hey, hey. Ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, hey, hey. Sadece benim yolum. Hey, hey, hey. Дамир так кошелек выкинул, а там было на метро Истанбул-Карт, там была карточка банка, да, Вакиф банка. Потом домой пришел такой, ё-моё, пошел искать кошелек. Так, ну что, все понятно. Да, работа хорошая, интересная. На самом деле отмечу отдельно Дали Дамира. Да, мне очень нравится его манера исполнения. Я верю вообще в то, что он делает, в честность, да, то, что как он это дело отдает, как он это преподносит. Верю в его энергию, она определенно есть, и я надеюсь только на одно, чтобы он не останавливался, а продолжал делать то, что он делает. Работа оператора хорошая. Я смотрю, здесь, в принципе, скажем так, с минимальным бюджетом, но
со вкусом. Давайте это так назовем. Потому что, в принципе, если в целом оценивать работу, то работа мне понравилась. Немножко коротковато, да, хочется, как будто бы еще одного круга хочется. Вот 2:37, как будто бы там 3:20 хочется. Вот чуть-чуть продлить, и как будто бы вот это вот, знаете, в конце не хватило вот этого апогея, то есть какой-то динамики не хватило. Но что там показать, тоже вопрос, да, то есть, скорее всего, под хронометраж самого трека выбирались локации, да, и все это дело размазывалось по треку. Скорее всего, так. Но я бы, конечно же, вот прям потребность есть, чтобы было бы немножко длиннее, и таким образом продлить пребывание в этой работе и вытащить еще больше с нее, да. Ну что ж, вот такие вот мысли. Такие мысли. Всем пока.